Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня у нас совершенно необычное видео с моим мужем Владимиром Николаевичем. Всем привет! Сегодня я позвала Владимира Николаевича, чтобы он показал вам сессию по тета-исцелению. Мы с вами сегодня на канале Школа Таро Оливьен говорили о тревожности. И как раз я хочу разобрать на сессии по тета-исцелению. Я заказала у Владимира Николаевича сегодня сессию для себя. Я записалась. И хочу, чтобы он помог мне избавиться от накопившейся в последнее время во мне тревожности. А вы посмотрите, как это происходит, чтобы вы знали, что иногда от каких бы то ни было энергетических проблем, внутренних проблем можно избавляться не только на консультации у психолога, не только у психиатра, не только транквилизаторами или еще что-то, а еще и с помощью тета-исцеления, космоэнергетики и так далее. Итак, Владимир Николаевич, я к вам обратилась с проблемой. Последнюю неделю чувствую себя как-то тревожно, не понимаю, что со мной случилось. Хорошо, давай сегодня разберем это на нашей сессии тета-исцеления. Как обычно проходит сессия тета-исцеления? Целитель или хиллер, тета-хиллер обычно настраивается где-то 1-2 минуты, входит в специальное тета-состояние, это называется тета-медитация в тета-хиллинге, и далее выполняет определенную энергетическую работу из этого состояния, пребывая в этом состоянии. То есть мне сейчас нужно буквально 1-2 минуты на медитацию, и мы начнем. А вы тоже с нами расслабляйтесь. Обычно для того, чтобы войти в тета-состояние, тета-хиллеру, тета-целителю необходимо выполнить определенную медитацию. И скорость, с которой он входит в это состояние, она напрямую зависит от его практической работы с самим собой. То есть то, насколько он это практикует, чем больше он практикует эту методику, быстрее он попадает в это состояние. Да, хочу сказать, что Владимир Николаевич уже много лет практикует, поэтому ему не так сложно, как, допустим, менее опытному человеку войти в тета-состояние. Да, если вы будете самостоятельно выполнять эту медитацию, в интернете есть очень много видео, в том числе с основательницей метода тета-исцеления Вианой Стайбл, там, где она учит входить в это состояние. Вы можете тоже самостоятельно это выполнять. Единственное, что не нужно торопиться, а максимально погрузиться в тот процесс, который описан в тета-медитации. Да. Итак, начнем нашу работу. Да, тема тревожности. Мне нужно твое согласие на просмотр ситуации. Даю согласие на просмотр ситуации. В тета-исцелении целитель, практик всегда просит согласия на выполнение тех или иных действий. Это минимизирует сопротивление человека, с которым идет работа. Ну и кармически это более правильно все-таки. Тема тревожности. Ну вот представь себе ситуация. Происходят какие-то процессы в мире. Можешь ли ты их изменить? Вот исходя из своей ситуации, из своего, скажем, окружения, тех ресурсов, которыми ты обладаешь, можешь ли ты изменить? Ну, процессы в мире – это внешние процессы. Конечно, я их регулировать, в принципе, не могу. Что тебя больше всего в этом расстраивает? Что ты не можешь контролировать, регулировать, управлять какими-то внешними процессами, глобальными процессами. То есть какие-то глобальные процессы, когда тебе не поддаются. Что самое страшное может произойти? Ну,
вообще на самом деле может произойти что угодно. Ну, например, не знаю, если внешние процессы угрожают жизни и здоровью, то, конечно, даже может произойти как-то трагедия, например. Хорошо. Чем пугает тебя неопределенность? Неопределенность. Ну, это отсутствие, скорее всего, устойчивости, ну, то есть самого по себе равновесия. Да, мы никогда не можем предсказать, по сути, что будет даже завтра или через минуту, но иногда мы чувствуем себя более-менее в безопасности, а иногда бывает так, что мы чувствуем себя крайне нестабильно. Неопределенность рождает эту нестабильность. То есть все равно у каждого человека периодически есть иллюзия некоторой определенности. Хотела бы ты обучиться чувству, как это чувствуется, ощущать внутреннюю опору, пребывая в неопределенной ситуации, в любой жизненной ситуации? Да, хотела бы, конечно. Смотрите, есть предложение загрузить чувства. Кто-то подразумевает из тета-хиллеров, что идет восстановление чувств, кто-то подразумевает загрузку чувств. Но по сути процесс создания определенного энергетического канала, который фиксирован на мыслеформу этого чувства. Например, как ощущать себя стабильной в условиях неопределенности. Как это чувствуется, ощущать свой внутренний стержень. Как это чувствуется, доверять себе в условиях неопределенности. Ну и вообще доверять себе. Нужно твое согласие на загрузку этих чувств. Даю согласие. Есть. Сделано. Поясню немножко. В процессе медитации, пребывая в состоянии в медитативном состоянии, это состояние, я прошу у Всевышнего с помощью определенной фразы инсталлировать эти чувства на несколько уровней убеждений, в энергетические тела для наивысшего, наилучшего проявления во всех областях жизни, аспектах жизни исцеляемого и его рода. И, соответственно, далее я свидетельствую как тета-целитель, ну, не только я, а любой тета-целитель, свидетельствует как энергия Вселенной, Всевышнего, как ему удобно называть это, она выполняет определенную работу. Задача целителя, тета-хиллера, наблюдать сам процесс. По сути, вот можно сравнить как с пожарником. У него есть пожарный шланг, есть вода. Вода – это энергия, пожарник направляет этот пожарный шланг на огонь и просто наблюдает, как вода выполняет свою работу. Здесь абсолютно одинаковая аналогия, и энергия выполняет свою работу, и когда работа выполнена, этот целитель ощущает, что процесс завершился, и, соответственно, сообщает клиенту, сообщает человеку, с которым работает, что вот процесс завершился. Я хотела еще сказать, что у меня как у практика, потому что я работаю и с космоэнергетикой, и также работаю там, ну, с другими некоторыми вещами. Вот. И, естественно, у меня восприятие немножко сильнее, чем у других людей, но
Есть многие люди, которые тоже очень сильно чувствуют это исцеление, то есть когда происходит сеанс. И когда загружаются чувства, вот у меня, например, пошла картинка такая, что выстраивается некоторая золотая решетка внутри меня. И как будто бы эта золотая решетка пытается меня укрепить. Именно так ощущается чувство, что в любой неопределенной ситуации ты можешь чувствовать себя, в принципе, стабильно. Да, ситуация неопределенная, ты не знаешь, что тебя завтра ждет, но никто из нас на самом деле не знает, что ждет его завтра, даже в условиях, когда, в принципе, ощущает иллюзию стабильности. Да? На самом деле это только иллюзия стабильности, и в условиях даже вот совершенного экшена в жизни вы можете почувствовать стабильность. И вот она выглядит для меня, вот сейчас мы когда загружали, как золотая кристаллическая, не кристаллическая, а золотая просто укрепляющая решетка внутри моего тела, поля и так далее. Да, каждый человек в процессе работы энергии может ощутить определенные изменения, может увидеть определенные картинки, связанные с ассоциативными рядами, которые есть у него, в обиходе используются наиболее часто. И, например, кто-то золотой свет видит, кто-то, соответственно, изменения в различных воспоминаниях даже, потому что энергии трансформируют мысли-эмоциональные впечатления, которые человек приобрел в той или иной ситуации. И, соответственно, меняет мировосприятие человека. И каждый может видеть, соответственно, свою картинку, свои ощущения. Нужно просто принимать это все. Как сейчас ощущение? Вот представь себе ситуацию. Есть процессы в мире, которые ты не можешь изменить, контролировать. Вот закрой глаза, попробуй прочувствовать, как сейчас ты ощущаешь себя. Вот представь, есть ты, есть во Вселенной какие-то процессы, ты за ними наблюдаешь из космоса. Как ты ощущаешь себя? Есть ли дискомфорт? Сейчас, секундочку, попробую почувствовать. У меня появилось такое чувство надежды, что все будет хорошо. То есть мы можем нагружать наше неопределенное будущее позитивными мыслями, а можем нагружать, по сути, негативными. И у меня скорее добавилось позитивных мыслей. То есть, что можно же думать не что все будет плохо, а что все будет хорошо. Это же наш выбор. Да, по сути, у каждого человека есть определенная карма. Карма – это не метод наказания человека, души, а это, скажем так, материал, с помощью которого душа познает мир, познает себя в первую очередь, божественность свою. И карма, она бывает не только вот та, которую мы расцениваем как плохой, по сути, болезненная определенная карма, где человек получает болезненные удары, но и карма позитивная, когда человек получает определенное вознаграждение. Например, человек сделал в прошлой жизни что-то хорошее дело, в этой жизни ему несказанно повезло где-то. И человек сам даже не понимает, почему. По сути, это то, как действует карма. И у каждого есть хорошая карма. То есть нужно понять, что она у вас есть, что хорошая карма вас защищает от определенных, скажем, угроз, вытягивает из определенных ситуаций негативных. И, по сути, даже если Библию поднять, Ветхий Завет, там очень много примеров, когда предсказано было о том, что будет различным духовным людям было предсказано, что будет их дальше позитивного в их жизни. И по сути, несмотря на те трудности, которые были в процессе, они получали это. То есть, по сути, эти люди, когда ощутили в себе вот эту связь с Богом, то, что они почувствовали, что вот будет хорошее в их жизни, кто-то через сон, кто-то внутренними ощущениями это все увидел, воспринял и
Они просто поняли, что да, у них есть и болезненная карма, которую им стоит прожить, но и есть и позитивная карма. И каждый человек должен понять, что есть позитивная карма, по сути, и даже в условиях неопределенности будущего. Позитивная карма, она никуда не делась, она есть. И особенно если человек выполняет определенные духовные практики, например, там, повторяет мантру, либо молитву личную, вне зависимости от религиозных каких-то течений, например, там, духовный учитель дал, либо человек сам просто выбрал, универсальные мантры, как Гайатри мантра, и регулярно повторяет это все, это активирует позитивную карму. Да. То есть нужно поверить, что есть позитивная карма, которая вас поддерживает, защищает. В определенный момент ее активируют, помогают активировать ангелы-хранители, то, как мы воспринимаем, духовные учителя также могут определенным воздействием энергетическим активировать эту карму. И человек своими позитивными мыслями, аффирмациями тоже может активировать духовную карму позитивную. Всем спасибо. Я надеюсь, что вам понравился наш сеанс исцеления, и вы для себя возьмете на заметку. Это не реклама наших услуг, мы услуги не оказываем, но возьмете на заметку, что с помощью исцеления тоже можно избавляться от некоторых внутренних и иногда даже внешних проблем. Всем пока, до новых встреч.